господа, члены общественной палаты, приглашенные товарищи. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что на следующие вопросы. Ну, мы обсуждаем вопрос водовода, принесет ли водовод, значит, какой-то экологической катастрофы Самурскому природному комплексу. Или другие вопросы связаны с этим. Если так посмотреть реально на эти вопросы, мы уже этот вопрос давно можем считать запоздалым, потому что Самурский природный комплекс находится на грани катастрофы. На грани катастрофы. Первый вопрос. Второй вопрос, почему это произошло. Третий вопрос, это должно быть, значит, и какие меры должны быть приняты по сохранению того, что осталось от Самурского природного комплекса. Первое, что я хочу, долго работал в лесном хозяйстве, я себя называю лесником, вот, и горжусь этим. Вот, работал в Хасункенском, Самурском, Дербенском лесхозах, изучал вопросы республики, лесного хозяйства, динамика и так далее, публиковал несколько научных работ, знаю эту тему ближе, ну, кое-как знаю ближе эту тему. Вот. Говоря о том, что, значит, какие нужны будут соответствующие меры по сохранению Самурского природного комплекса, я бы назвал бы основное урегулирование, значит, сток реки Самур. Сток реки Самур регулирование. После 1956 года, со дня строительства, я буквально 2-3 метров, я не задержу вас. Начал, значит, ухудшаться состояние Самурского природного комплекса. Это в течение 50 лет. Я занимаюсь хозяйственной деятельностью и другими вопросами. Эти вопросы прекрасно представляю. И в прошлом, конечно, в лесном хозяйстве было такое направление. Ежегодно через 15-20, через 10-15-20 лет составлять план лесохозяйственных мероприятий по лесхозу. Это по всем лесхозам составляются вот такие планы. И по ним определялись мероприятия, которые нужно проводить. И в этих планах указывалось состояние лесонасаждений, таксационные показатели, так называемые. Ну, будем говорить, значит, на техническом языке бонитет. Бонитет, который это как продуктивность. Полнота насаждений, допустим, на 100, на одном гектаре, допустим, 100 деревьев, это единицы. Ну, примерно считалось, так? А вот меньше 0,5. Таким образом, от 1 до 5 класса, это класс, значит, сам бонитет. А от 1 до 0, значит, 2-3, это, значит, класс полноты. За время существования Самурского гидроузла эти показатели лесного хозяйства, лесных насаждений, они снизились гораздо 2, 3 и некоторые участки 4 раза. Вот. Лес суховершинит, лес высыхает. Вот последние годы уже высохли почти все орехоплодные насаждения по этому поводу. Вот. Дальше, если говорить о населении, которые там живут, у воды живут и без воды живут. В последнее время перестали выращивать сельскохозяйственную культуру, заниматься сельским хозяйством. Нет воды. Вот такое положение. Складывалось, значит, в этом самом Самурском природном комплексе также. Теперь анализируя данные поступления воды в это самое русло после этого самого гидроузла Самурского, приходим к выводу, что в течение 7 месяцев года там вода, значит, нет воды. Сухое русло. Откуда может поступать вода, значит, под так называемые водные подземные бассейны или там поверхностные орошения. Итак, у нас дисбаланс воды 1200 миллиметров, если будем говорить, значит, это самое испарение, а поступает где-то 320 миллиметров воды. Это 3 с лишним раза выше. Вот, поэтому я бы, значит, сказал еще вот такой вопрос, значит, по последнему соглашению правительства Российской Федерации, правительства Азербайджана по распределению водных ресурсов, вот, мы должны получать
ежегодно 612 миллионов кубометров воды. И 500 с лишним кубометров – это сток, должно быть, значит, экологический сток для поддержания равновесия лесов в настоящее время. Но мы и раньше этого не поддерживали. Я там список дал данные Далзат Магомедовичу. Вот, например, значит, 70-й год. 78 миллионов кубометров воды на месте 300. Возьмем 90-й год. 71 кубометров на месте 300 миллионов кубометров. И таким образом за все годы существования этого гидроузла наши водники, наши хозяйственники и другие органы, которые связаны с этим делом, не использовали выделенный лимит. В то же время азербайджанская сторона до 80%. Данные они дают реальные, как указано в этом самом лимите, а фактически 1,5-2 раза используют. В то же время пишут, экологический спрос тоже 1,5-2 раза завышенный. Таким образом, значит, получается, что мы тоже у воды и без воды. Вот. Теперь, значит, некоторые утверждения, которые здесь высказались о том, что строительство водозабора не понесет никакого ущерба, с этим вопросом, конечно, нельзя согласиться. Нельзя согласиться, если выкачивать оттуда 80-100 тысяч кубометров, значит, в сутки, это примерно 60-70 кубометров в секунду. Так, Далзат Магомедович, по энергетике. Около одного кубометра. Да. 1 кубометр в секунду получается. Это примерно, если рассчитывать на по этим самым энергетическом, получается это количество воды, которое используется гидроэнергетикой, примерно 100 мегаватт установленной мощности и так далее, так далее. Вот это такой расход. Ну, когда выкачивать оттуда вот такое огромное количество воды, как можно там ничего и меняться структурой? Это второй. Следующий вопрос. Значит, регламентов у вас получается очень много. У нас людей много, желающих выступить. Вы короче, пожалуйста. Да. Я округляю сейчас. В первую очередь необходимо будет, значит, установленный лимит водопользования, соответствующий с этими договорами, нужно придерживаться, чтобы соблюдались. Это один из вопросов. Второй вопрос. Тут, значит, написано в постановлении нашего рекомендации, написано о том, что нужно строить водохранилище в верховьях реки Самур. Но это одним водохранилищем этот вопрос не решится. Я думаю, что там необходимо проработать каскад, ГЭС, образовать водохранилище. Этим самым будет регулирован водный сток реки Самур, и энергии будет, и вода будет соответствующей. И третий вопрос, учитывая то, значит, что значение Самурского природного комплекса, он единственный на территории Российской Федерации, этот комплекс. Поэтому есть такое предложение определить статус, то это говорит, значит, заповедник, то это какое-то федеральное государственное учреждение, то называют его другим именем. Значит, сейчас хотят передавать там разъединение какое-то делать. Поэтому я бы хотел бы, значит, определить статус Самурского лесхоза или какого там, как научный центр, создать, допустим, лесоопытную станцию, провести работу по мониторингу и так далее, и так далее. Вот это вопросы я бы... Спасибо за внимание. Да, спасибо большое, пожалуйста.